Город Кварчал появился на карте Абхазии 9 апреля 1942 года. Он был основан как индустриальный центр путем объединения нескольких близлежащих поселков Акармары, Джантухи и Поляны. Сразу же Кварчал получил и другое название – Шахтерский город. Это был один из крупнейших центров по добыче каменного угля на Северном Кавказе. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня города, начались с церемонии возложения цветов к памятнику Владислава Арзенба в Кварчале. В ней приняли участие премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, депутаты парламента, глава администрации Кварчалского района Герман Кочарава, председатель комиссии Смоленской областной думы Михаил Лосенко, главы городов и районов Абхазии, общественность. День города Кварчал – это событие, символизирующее мужество и стойкость всего народа Абхазии, шедшего к своей независимости долгим и тернистым путем. Во время войны 1992-1993 годов город пережил тяжелейшую блокаду, продолжающуюся 413 дней и ночей. Жертвами блокады и бомбежек грузинских войск стали несколько сотен мирных граждан. Многие сыны и дочери Кварчала сложили головы за свободу и независимость Абхазии. Их память почтили гости и горожане города-героя, возложив цветы и венки к мемориалу павшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии. Торжественные мероприятия ко Дню города продолжились во Дворце культуры. Глава Кварчалского района Герман Кочарава поздравил собравшихся с праздником и поблагодарил всех, кто приехал из других городов и районов страны. Наше прошлое – это не только шахтерская слава, но и высокая культура. Сегодня мы возвращаем Кварчалу его культурный и генетический код. Знаковым событием стало возвращение на родную землю легендарной скульптурной композиции Геннадия Засимовича Лакоба «Путешествие в небо». Осознанно меняем вектор развития района, переходя к созданию современного туристического и культурного кластера. Но наша главная цель – это люди. Мы стремимся создать условия, чтобы минимизировать отток населения и чтобы наши выходцы возвращались домой. Кварчал должен стать местом, где молодежь видит свои перспективы. С Днем города кварчалцев поздравил президент Бадра Гунба. Глава государства отметил перемены, которые происходят в Кварчале, и подчеркнул, что это в первую очередь заслуга его жителей. Индустриал центр Хайзахоз, Хауазла Раджабаду, Хырбахез, Тыпна, Янхой. Кварчала Торыхаджа, Иналука Шатып, Аныркалуй, Абстаджичтулат и Бышран, Яшерпшез, Афархатара. Харайбзедзаны, Яхдыруй, Зукот Джабау, Ахти, Амлагри, Хаси Хамцадзака. Акытаква ирылцны яз ауаа шыдкыланы ишбы заджыба Кварчал яхаги янубалуйт аш сетшико а проблемака ахашара акхаси хамцадзака яха шаджуб шыкылык. Кварчалу выделят дополнительную поддержку для социально-экономического развития. Об этом сказал премьер-министр Владимир Делба, выступая перед участниками торжественного собрания. Позвольте по поручению президента выполнить еще одну приятную миссию. Сегодня специальным решением главы государства Бады Зурабовича Гунба было принято решение о оказании дополнительной поддержки на социально-экономическое развитие города Кварчал в объеме 5 миллионов рублей. Также у Дворца культуры в Кварчале была высажена аллея гортензий. В
советские годы Ткварчал был крупным промышленным центром, занимавшим второе место по численности населения в республике. После военных событий Ткварчал фактически превратился в город-призрак. Однако жизнь здесь постепенно возрождается. Большинство административных и общественных зданий, а также жилой фонд центральной части Ткварчала были построены пленными немецкими солдатами. В проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Это оставило неповторимый след в архитектуре города и сделало его непохожим на все остальные малые города СССР. От индустриального прошлого к городу-саду. Так называлась экспозиция, которая была развернута во Дворце культуры. Она объединила историческую живопись Рудольфа Хачава и концептуальные работы Данакая Адлиба, отражающие будущее города. Экспозиция, которая расположена в этом зале, состоит из двух основных элементов. Мы показываем прошлое Ткварчала и говорим о его желаемом будущем. Как вы видите, вот в одной стороне зала расположены картины 50-х, 60-х годов. Это знаменитый абхазский художник, который много писал об индустриальном Ткварчале. Он писал о шахтерах, он писал о быте ткварчальцев в 60-е, 70-е, 80-е годы. То есть это такое индустриальное, мощное прошлое, на котором сейчас уже нынешние жители Ткварчала готовы построить новое, современное, цветущее будущее. Празднование Дня города продолжилось на площади у Дворца культуры, где расположились павильоны, в которых села Ткварчалского района представили сельскохозяйственную продукцию, национальные блюда и напитки. Жителям и гостям города Ткварчал также преподнесли гастрономический сюрприз – 200-килограммовый гортензиевый торт, изготовленный кондитером Нателлой Чачхалия. Маленькие жители города задули 84 свечи, после чего волонтеры разрезали торт и угощали всех желающих. А у нас тематика вообще гортензия, вообще тематика нашего праздника. У нас такая была концепция, будто бы лепестки гортензии слетели на торт. Вот эти мазки голубые и синие, они олицетворяют наши лепесточки гортензии. Начинки у меня две, выбирала их я сама, представила смородину и вишню. Мне кажется, это так очень интересно. 3, 4. Праздничная программа включала в себя высадку деревьев, праздничный концерт, открытие тематической выставки и многое другое. Несмотря на капризы природы, дождь, град, праздник удался. Аэлита Арутюнян, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.